А между тем, алданские школьники готовятся представить знания своих родных языков на международной арене в Поднебесной. О том, с чем связано это событие, в материале Татьяны Вахниной. Ученики школы номер 20 села Хатыстыр представят знания тунгусского и арачонского языков на международной арене. 16 человек отправились в Китай, чтобы принять участие в 3-й междисциплинарной тунгусской конференции. В рамках конференции пройдет олимпиада по эвенкийскому языку. Они выехали на международную олимпиаду по эвенкийскому языку. Будут принимать участие как наши дети из Алданского района, изучающие эвенкийский язык, так и со школы Арктика Нерингринского района. Эвенкийский язык изучается в 3 школах Алданского района. Ребята из сел Хатыстыр и Кутана, а также поселка Угаян, регулярно принимают участие в различных фестивалях и конференциях, посвященных этническим вопросам. Также меряются лингвистическими знаниями в олимпиадах различного уровня. Рашида Закирова преподает английский язык в школе села Хатыстыр. В Якутию она приехала несколько лет назад из Башкортостана. В сельской школе Рашиде Гельмеддиновне, в прошлом преподавательнице вуза, работать очень нравится. Ей, как филологу, интересен процесс освоения детьми сразу нескольких языков. Хорошие условия создаются для ребенка, когда с ним говоришь не только на английском языке, но все равно ведь в первую очередь родной язык тоже нужен. И вот тут мне очень даже понравилось то, что и якутский знают они, и фактически вот эвенкийский сейчас учат, английский, русский, и фактически получается полиглоты. Я говорю, ребятки у меня полиглоты. В 2019-м, объявленном Организацией Объединенных Наций годом сохранения языков коренных народов, главой Алданского района было принято соответствующее постановление. Документом предусмотрен план мероприятий. Так, одна из газет будет издавать эвенкийскую страничку. Будет вкладыш на эвенкийском языке в связи с объявленным годом языка коренных народов. На эвенкийском языке будет вкладыш раз в квартал. Авторами публикаций эвенкийской странички станут юные носители языка, а их статьи заинтересуют и русскоязычных читателей. Страничка будет издаваться на 2 языках. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район.